Потенциал развития компании «Алроса» во многом зависит от разрабатываемых инновационных технологий и модернизации производства. Специалисты алмазной компании уже давно успешно реализуют свои творческие способности в рационализаторских предложениях. Работники Айхальского горно-обогатительного комбината регулярно представляют свои разработки на разных уровнях. Об одном из эффективных предложений и его авторах расскажет Оксана Мезенцева. Сергей Буторин в цехе по ремонту горного и технологического оборудования Айхальского комбината работает уже 5-й год. Молодой специалист на хорошем счету у руководства предприятия, трудолюбивый и ответственный. Участие в рационализаторской деятельности привлекает большими возможностями, которые позволяют улучшать условия труда. Идея одной из последних разработок возникла в ходе неудобств, которые наблюдались в процессе работы. Так, на 14-й фабрике эксплуатируются ленточные конвейеры. По мере износа лента подлежит замене. Новые рулоны поступают недостаточной длины, поэтому необходимо производить соединение двух рулонов. Процесс размотки и смотки новой ленты осуществляется вручную и является очень трудоемким. Масса каждого рулона составляет около 3,5 тонн. При исполнении 9 человек на протяжении всей смены приходилось перематывать эту ленту. При этом затрачивалось, как я сказал, большое количество физического труда. Но смысл, естественно, в том, чтобы снизить количество вот этого физического труда и в первую очередь механизировать ручной труд. Специалисты ЦРГТО, в числе которых был и Сергей Буторин, спроектировали для внедрения в производство устройства для смотки и размотки ленты. Все детали для новой конструкции были изготовлены работниками цеха. Конструкция состоит из 2 опор козлового типа, на одной из которых установлен привод с цепной передачей, понижающей редукции. При этом у нас создается возможность в подвешенном состоянии перемотать эту ленту, не задействуя больших площадок. Сегодня новое устройство окончательно не внедрено в производство, находится в стадии испытания. Производятся дополнительные расчеты, проверяется, насколько правильно и безопасно работает устройство. Экономический эффект выражается в снижении количества труда. У нас заняты на производстве, получается, не 9 человек, 10, как это было раньше, а 2, максимум 3 человека. Данная разработка в этом году была представлена на конкурсе рационализаторов алмазной компании, где заняла 3-е место. Оксана Мезенцева, Андрей Шаповалов, телерадиокомпания «Алмазный край».